Алейкум, друзья. Я Ганиев Едыгар, уроженец Алматы. Уже больше 5 лет я проживаю в Соединенных Штатах. Вчера до меня дошло известие, что очень уважаемый вот казахского народа с большой буквы Булат Онегович Джамалов был осужден в Москве на 7 лет. Для меня это вообще очень страшное известие. Мне очень тяжело на него реагировать. У меня столько эмоций, что я даже не могу передать словами. Я Булата Онеговича знаю еще с 2001 года. В то время я работал в Москве и в «Комсомольской правде», в Казахском доме провинции, потом в Яндексе. Вот. И в то время мы с Булатом Онеговичем пересекались по линии Московского дома дружбы, где многие народы, которые представляют Россию и проживают в России, вот через этот Московский дом дружбы общались между собой, взаимодействовали. У нас было очень много мероприятий, и Булат Онегович это был один из тех, вот он не был, он есть, один из тех редчайших типов людей, которые очень грамотны, очень интеллигентны. Он все эти годы возглавлял диаспору казахов в России, в частности, казахскую автономию в Москве, и пользовался громадным авторитетом среди всех тех людей, кто с ним общался, соприкасался. И то известие, что его арестовали за пропаганду войны, там еще какие-то формулировки. Я уверен, многие знают, что Булат Онегович говорил только правду, и может эта правда была очень невыгодна российским властям, и поэтому они решили его посадить в тюрьму на 7 лет. Но я считаю, что российские власти вот этим поступком показали, что они абсолютно просто никаким образом не думают о том, что есть реальная правда. И Булат Онегович, в общем-то, он доносил реальную правду, историческую правду о голодоморе в Казахстане, казахского народа. Он говорил, в общем-то, правду, я так понимаю, о взаимоотношениях там с Украиной, там еще что-то. То есть эта правда, она стала невыгодной и неудобной. И сейчас то, что Россия посадила в тюрьму лидера казахского народа в России, это громаднейший удар по репутации самих российских властей, но и вызов всему казахскому народу. Я думаю, что в этом случае власти Казахстана не останутся слепыми и глухими по отношению к этому вопиющему факту. За последние дни мы видим, как эскалируются отношения между Россией и Азербайджаном, как нарушаются права человека, узбеков, кыргызов, таджиков, азербайджанцев. То есть Россия, она что? Она думает, что она единственная в этом мире,
границы России нигде не заканчиваются. И что русские единственные в этом мире, и что другие представители других народов это не люди, а ихние слуги, те, кому они должны служить, присмыкаться и не иметь права на свое мнение, на свою позицию. Я считаю, что это преступ. Это просто преступ. Я очень надеюсь и я верю, что власти Казахстана дадут соответствующую оценку данным действиям властей России. И сейчас, сегодня, как раз такой очень подходящий момент, на мой взгляд, когда все тюркские государства могут единым фронтом выступить в защиту граждан своих национальностей, которые находятся в России. То есть получается так, что в России, чтобы защищать своих русских, а в других странах, в соседних странах, они могут вводить войска, бомбить, развязывать войну, уничтожать этих людей, как они поступили с Украиной, как они поступали с Грузией, с Молдавией. То есть, неужели вот этой вакханалии, российской вакханалии нету предела? Необходимо единым фронтом выступить и остановить действия властей России, незаконные действия по отношению к представителям народов, которые служат, по сути, России, убирают все ихнее дерьмо с улиц, с подъездов, отовсюду, работают за копейки, чтобы прокормить свои семьи. Но, наверное, мне кажется, стоит задуматься и предпринять необходимые шаги, чтобы остановить незаконные действия представителей власти в регионах, на местах в России. Я прошу простых казахстанцев, особенно тех, кто в Алмате, в Астане, защитите лидера казахского народа, находящегося в России, своими митингами и выступлениями перед посольствами и консульствами России в Астане и в Алмате. Необходимо сказать решительное «нет» вот таким вот бесчеловечным действиям российских властей. Я верю и надеюсь, очень надеюсь, что казахские дипломаты смогут освободить Пола Тонировича из застенков вот этой вот бесчинствующей власти. Всего доброго, всем добра.